Плохо пахнущее соседство детской площадки с канализационным колодцем беспокоит жителей Якутска. Жильцы новостроек на улице Строда уже не первый год страдают от выливающихся из колодцев нечистот. Видео появилось в социальных сетях. Автор указывает на то, что причина переливов – недостаточные объемы коллекторов. А на подходе сдача еще одной многоэтажки. Есть ли выход из этой ситуации, расскажет Саргалана Захарова. Вот он, тот самый злополучный колодец, из которого, по словам жильцов, вытекают нечистоты. Видим, что здесь участок этого двора полностью заболоченный, вода здесь лежит уже довольно долгое время. А больше всего возмущает жителей то, что буквально в 2 шагах от этого места находится детская площадка, где играют дети. А проблемы появились еще несколько лет назад, когда люди только заселились в квартиры. Тогда причину нашли. Все дело в узкой канализационной трубе, которая не справлялась с объемами отходов. Строители обязали заменить. Сказано, сделано. Однако проблему замена почему-то не решила. По сей день переливается не только один колодец, но и остальные 2 во дворе дома. В принципе, всю зиму здесь достаточно наглядно видно, все это залито льдом. Все это постоянно замерзает, вплоть до того, что машины стараются переставить, чтобы не примерзли колесики. Вот. А именно запах вот до 5-го этажа стоит такой, особенно летом, когда жара, вот это вот все медленно сохнущее, тухнущее и преющее очень хорошо достает вот до 4-5 этажа. Жильцы считают, что трубы и колодцы просто не справляются. А на подходе еще 2 дома, уже 16-этажных гиганта. И как заживут тогда люди, никто не знает. Но водоканал, который обслуживает канализационные сети, другого мнения о причинах разливов нечистот. То есть наши жители недобросовестно кидают в канализацию тряпки, пищевые отходы, все, что касаемо мусора. Не все, конечно, но есть такие у нас жители, которые это делают. Поэтому происходит засор трубы самотечной канализации. Мы по заявке жителей вовремя реагируем на это дело. В течение часа наша аварийная бригада выезжает, устраняет эти засоры. Поддерживает организацию и управляющая компания. Но что только они оттуда не выносят, не вытаскивают. Вы знаете, там и памперсы, и салфетки. Даже вытаскивали пододеяльники. Это уже вообще. Поэтому я считаю, что как-то надо жильцам научиться пользоваться канализацией. А беды с дурнопахнущим соседством детской площадки, по мнению представителя компании, закончатся вместе с вводом последних домов в комплексе. Тогда и приступит застройщик к облагораживанию территории. Но сколько воды утечет к тому времени, пока неизвестно. Да и не оправдаются ли опасения жильцов. Ведь и объемов жидких отходов станет больше, и вероятности попадания ненужных предметов в трубы вместе с этим. Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Якутск.